Циничная попытка переданного дара Западу Карамурзы возложить вину на нерусских за военные преступления русских против Украины. Пропагандистский миф, будто нерусские народы, я вам третью причину сейчас скажу, почему посылают туда дагестанцев и остальных, убивают, будто нерусские народы убивают украинцев легче из-за их чужой культуры и религии, а русские якобы не могут этого делать из-за близости. Не просто ложь, а фашистский бред, перекрашивающий палачей в жертв. Давайте разберем это лицемерие. Российская империя и ее наследники всегда гнали покоренные народы на убой, чтобы сберечь своих. В Первую мировую из 15 миллионов призывников миллионы были с Кавказа, Средней Азии, Сибири. Только в 1916 году только из Туркестана призвали 250 тысяч человек без подготовки на смерть и каторгу. Понимаете, что Туркестан это небольшая республика. Во Вторую мировую войну народы Кавказа, Поволжья, Сибири несли несоразмерные потери. Татары, башкиры, например, потери их составляли до 10% потерь СССР при 2% населения. Сегодня в войне против Украины та же подлость. Дагестан, Бурятия, Тува, Якутия массово хоронят своих сыновей. В 2023 году в Туве на 100 тысяч жителей погибло в 20 раз больше, чем в Москве. Это не чужая культура, а циничная система. Забирают тех, у кого нет денег или связей, чтобы откупиться. В Дагестане в 2022 году люди протестовали против мобилизации. Их били и затыкали. То же самое было и в Чечении. Где тут легкость убийства? А во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия были случаи убийства несогласных с мобилизацией. Как, например, Бессултанова, когда убили. Теперь и русских, которые якобы не могут убивать украинцев. Это ложь, пропитанная кровью истории. Голодомор 1932-1933 годах прошлого века, организованный советской властью, унес жизни от 4 до 7 миллионов украинцев. Это был геноцид, спланированный в Москве, с конфискацией еды, блокадами сел, расстрелами. Русские исполнители, от комиссаров до солдат, не видели в украинцах братьев. В 19 веке Российская империя запрещала украинский язык, подавляя восстания, уничтожала идентичность. В 2014 году, после аннексии Крыма, Путин и его режим заговорили о денацификации. Кодовом слове для лишения украинцев языка, культуры, права быть собой. Это геноцидная политика, которую русский народ либо поддержал, либо молча принял. Где были массовые протесты русских? Где сопротивление русских? Культура и религия не русских тут ни при чем. Нет народа, чья вера или традиции велят убивать соседей, кроме тех, кто считает, что граница России нигде не заканчивается. Русские, веками истреблявшие, унижавшие, уничтожавшие миллионы украинцев, теперь изображают из себя невиновных. Это не близость культур, а традиционная попытка уйти от ответственности на фоне краха их предстоящего краха, их несостоявшегося государства. Заявление Карамурзы фашизм в чистом виде. Они делят людей на правильных и чужих, чтобы отвлечь от правды. Войну развязал русский империализм, а не угнетенные народы. Почему в окопах Дагестан и Бурятия, а не элиты Москвы? Почему геноцид украинцев от Голодомора до Бучи не остановил братский русский народ? Хватит лжи. Россия всегда использовала оккупированные, захваченные, закабаленные народы для того, чтобы уменьшить свои потери. Только лишь для этого это всегда делалось, чтобы титульная, как они говорят, нация была сохранена, а не титульные нации погибали. Как мы видим на примере, просто статистика. Бурятия, Якутия, Дагестан на первом месте. Хотя это одни из самых маленьких, малочисленных народов в фашистской России.